День Победы. Вся страна в ожидании главного праздника со слезами на глазах. Письма с фронта. Удивительное знакомство при помощи журналистов 7 дней. Происшествие «Призрак». Пострадавшие есть, уголовного дела нет. Люди, события, явления, которые привлекли внимание нашей команды на этой неделе. Здравствуйте, в эфире «7 дней», в студии Ильшат Аминов. Смотрите сегодня. Человек он был с большой буквы, душевный. Он в любой момент дня и ночи мог приехать, помочь. Последняя командировка. В МВД Татарстана простились с 2 героями. Они исполнили свой долг до конца. Горжусь тем, что я жена настоящего мужчины. Все люди, которые там сейчас находятся, они уже герои. По зову сердца «Жены героев» как фотопроект стал настоящим движением. Верим, это самая лучшая команда. Да. 25 лет будет в этом году, как я возглавляю физкультурно-спортивное общество «Динамо», и гордостью об этом говорю. Рекорды «Динамо», 100 лет крупнейшему спортивному обществу страны. Какие цели впереди? В окно смотрели двое. Один увидел дождь и грязь, другой – листвы зеленый вязь, весну и небо голубое. В окно смотрели двое. Эти стихи Омара Хайяма я вспомнил сегодня, когда взглянул в окно. Впрочем, эти строки, конечно, не о погоде. Это об отношении к жизни, философии человеческого восприятия. Французский писатель, нобелевский лауреат Патрик Модиано в своей книге «Чтобы ты не потерялся на улице» описывает это состояние еще лучше. Он написал: «Война не меняет моих отношений с травинкой. Во время катаклизмов или невзгод мы невольно ищем нечто незыблемое, чтобы сохранить равновесие и не упасть за борт. Наш взгляд задерживается на травинке, дереве, лепестках цветка, словно мы цепляемся за спасательный круг». Здорово сказано, согласитесь. Я смотрел сегодня утром на цветущую яблоню за окном, и она меня успокаивала своим призывом к продолжению чего-то очень важного и прекрасного, призывом к продолжению жизни, созиданию, назло хаосу, уничтожению и смерти. Она своим бурным цветением символизировала весну Победы. Вся страна готовится к празднованию Дня Победы, святого для каждого из нас дня. В этом году большинство наших сограждан назвали 9 мая важнейшим праздником. Такой опрос провел Всероссийский центр исследований общественного мнения. Этот день живет в каждой семье. Он, согласитесь, не в громких лозунгах и пустых речах витийствующих политиков. Он в памяти поколений, в судьбах наших близких людей, передающихся из поколения в поколение. И очень важно сегодня, чтобы эта связь не прерывалась. В республике главные события, конечно, впереди. 9 мая будет и праздничная программа, и прохождение войск Казанского гарнизона. В Парке Победы будут звучать духовые оркестры. У каждого дома ветерана пройдет свой парад Победы. Вечером же и Казань, и вся республика смогут спеть военные песни. Наш канал будет вести прямую трансляцию всех важнейших событий. Впрочем, Великий праздник Победы начался уже на этой неделе. Татьяна Тимошенко расскажет подробнее. Знамя Победы за спиной, ордена и медали Героя на груди. У подножия открытого памятника Борису Кузнецову катушка проводов и телефонная трубка. Участник форсирования Днепра. В 17 лет он стал героем Советского Союза. 185 уроженцев Татарстана получили это звание. Борис Кузнецов стал последним, ушедшим из жизни 2,5 года назад. С юношеских лет его сердце не знало покоя. Оно билось для других, отзывчивый, безотказный. Больше не услышим зажигательных речей Бориса Кирилловича, которые поднимали настроение, вселяли уверенность, давали надежду, и заканчивалось всегда во славу России, во славу Татарстана. Он часто бывал на школе, на разных мероприятиях. Он был стимулом гордости, мужества и отваги. Ты мог любую минуту подойти к нему, он никогда бы не отказал тебе в помощи. Борис Кузнецов и Рустам Минниханов были хорошо знакомы. Раис Республики подчеркнул, он был человеком-легендой, нравственным ориентиром. Татарстан всегда славился героическими воинами. Знамя Победы сегодня гордо несут наследники героев той страшной войны. Воины
российской армии. Звание Героя Российской Федерации присвоено 26 жителям Республики Татарстан. 7 воинов получили это высокое звание в ходе специальной военной операции. Подвиг тех, кто ковал великую победу в тылу, теперь воплощен в стеле у железнодорожных ворот столицы Татарстана. Место было выбрано в результате общественного опроса. Казань – город трудовой доблести. Это звание было присвоено указом президента Российской Федерации Владимира Путиным в июле 2020 года. Почетное звание есть у 53 городов, у каждого своя стела. Автор – московский скульптор-монументалист Денис Стритович, больше известный как создатель церковных архитектурных проектов. Видение, как должна выглядеть стела в Казани, выковывалось в творческих спорах. Выбранная технология стала уникальной для проекта. Это, по сути, броня. Это в толще алюминий, который очень точно имеет большое количество разного диаметра углублений. По сути, это перфорации, только не насквозь. И, соответственно, это прям вечная история. Основа – исторические материалы из фондов Института истории имени Марджани, Госархива, Национального музея. В годы Отечественной войны Казань приняла более 70 предприятий. Для фронта производил свыше 600 наименований оружия, боеприпасов, снаряжения, выпускались самолеты. Николаю Васильевичу Фролову было 10 лет, когда началась война. Вместе с другими детьми работал в колхозе, а затем всю жизнь на одном из заводов города. Это заслуга всего нашего коллектива, нашей республики, нашего города Казани. Им надо сказать большое спасибо. Успехов, здоровья, благополучия и мира на нашей прекрасной земле, на нашей прекрасной республике. 22 предприятиям присвоено звание «Предприятие трудовой доблести». Свидетельства были вручены Кукмарскому войлочному комбинату и химическому заводу имени Карпова. Сегодня в церемонии открытия стелы принимают участие коллективы предприятий, которые и сейчас с полной ответственностью и самоотдачей выполняют задачи специальной военной операции. Победа будет за нами, без кишле, бердям халлах. Уважаемые ветераны, дорогие друзья, Адельдуса, хочу выразить вам слова глубокой признательности и благодарности за ваш трудовой подвиг. Мы гордимся своей историей. Поздравляю с Днем Победы! Джия Канабля! Этого мероприятия ждем мы больше, чем какое-либо другое. Потому что это главный праздник нашей страны. И столько души, столько гордости и, честно говоря, слезы на глазах наворачиваются даже стоя на сцене. Поэтому, чтобы голос не дрогнул, нужно держать максимальную концентрацию. В торжественных мероприятиях будут задействованы более 1500 артистов. Пока за кулисами Главного театра республики идет подготовка, ветеранов Великой Отечественной со всех районов республики встречают овациями. Уделить внимание каждому ветерану. С этой просьбой ко всем гражданам республики обратился Раис Татарстана. И день каждого из участников великих событий наполнен теплыми словами, встречами. Под окном каждого личный парад. Мне скоро 96, а это возраст. Александр Рубенович – участник Сталинградской битвы. 9 мая 45-го вспоминает с радостью и торжеством почти мальчишеским. На тот момент ему не исполнилось и 18. Весь город вышел 9-го с утра на улицы. Они танцевали, пели. На тротуарах раскладывали небольшие скатерти. Там снедь небольшая, кого-то. И выборка такая самодельная была. А мы шли строем. Нас вывели в город. Они врывались в наш строй, нас обнимали, вытаскивали, хотели чем-то угостить, но нам нельзя было. Вот. Это такая радость была, понимаете? И в то время, в этот день, и в мысли никто не мог войти, что когда-нибудь будет война. Вот видите, прошло время, и все переиначилось. Помним и гордимся. В зале фронтовики, труженики тыла торжественному празднованию 78-й годовщины Великой Победы дан старт. День Победы занимает особое место в нашей памяти и наших сердцах. Мы свято чтим самоотверженный героизм воинов-освободителей. Это
истинный пример патриотизма и неиссякаемой силы духа. Государственные награды получают участники Великой Отечественной войны. И вновь звучат имена героев. Героев наших дней, героев специальной военной операции. Орденами мужества посмертно награждены старший лейтенант Герман Захаров и рядовой Фаниль Хисматуллин. Награды также получают родственники. Добровольцы, ушедшие в батальон «Барс» в июне прошлого года, Марат Набиуллин и Андрей Николаев удостоены медали за отвагу. День Великой Победы, 9 мая. В эти дни вся страна готовится к его празднованию чередой больших и малых парадов, концертов, встреч, поздравлений. И будут, конечно, и щемящие слезы. Будет и гордость, и радость в песнях о победе и в торжестве майского вальса. Татьяна Тимошенко, Андрей Ключников. 7 дней. Конечно, в этом году 9 мая проходит в особых условиях специальной военной операции на Украине. Это действительно праздник со слезами на глазах. В четверг на торжественном мероприятии по случаю празднования 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в Татарском академическом театре оперы и балета имени Мусы Джалиля раис Татарстана, президент моего сердца Рустам Минниханов вручал государственные награды Российской Федерации. Герою России, старшему лейтенанту Олегу Сорокину, посмертно. Медаль «Золотая звезда» была передана его родителям. Орденами мужества посмертно были награждены старший лейтенант Герман Захаров и рядовой Фаниль Хисматуллин. Когда Рустам Минниханов передавал орден маленькому сыну Фаниля Хисматуллина, многие в зале и ваш покорный слуга еле сдерживали слезы. К этому невозможно относиться спокойно, к этому невозможно привыкнуть. В пятницу последний путь проводили настоящих героев МВД Татарстана в зоне проведения специальной военной операции. При исполнении служебных обязанностей трагически погибли подполковник полиции Мубаракшин Марсель Наилевич и капитан полиции Галеев Айсаф Айдарович. Они исполнили свой долг перед Родиной до конца. Он отдал полиции 20 лет. Прошел путь от инспектора отдела кадров до заместителя начальника отдела УВД по Казани. В марте подполковник Марсель Мубаракшин отправился в свою последнюю командировку. Ему был 41 год. Мы традиционно в такие командировки отбираем самых подготовленных, самых профессионально подкованных сотрудников. Таким был Марсель Наилевич. Он вызвался добровольцем, выполнял свой долг, свою работу, и он был и остается примером для всех остальных сотрудников. Прощание с Марселем Мубаракшиным прошло в культурном центре МВД. Проститься пришли его близкие и сослуживцы. Соболезнования родным выразил руководитель администрации Раисы Республики Асгат Сафаров. Полковник Мубаракшин честью выполнил свой долг, не прячась за спинами своих товарищей, остался верным присяге до конца. Сегодня мы все скорбим по невосполнимой утрате. От имени Раисы Республики Татарстан, руководства республики, от себя лично хочу выразить слова соболезнования родным и близким Марселю Наилевичу и заверить вас, что со стороны республики будет оказана вся необходимая помощь. Надежность, доброту и честность Марселя Мубаракшина вспоминали и сослуживцы, и близкие. Человек он был с большой буквы, душевный, честный, исполнительный, никогда ни в чем не отказывал, поддерживал друзей. Бок о бок проходили все этапы становления как офицеров. Он в любой момент дня и ночи мог приехать, помочь, оказать содействие. По характеру он был очень сильным человеком. Очень сильным. Он никогда не показывал слабость. До сих пор не верю, что он ушел из жизни. Марсель был всегда добродушным, отзывчивым, настоящим другом. Таких еще надо поискать. Всегда оказывал помощь. Сам особо не просил и не давал виду, что в чем-то нуждается.
никогда не был равнодушным. 31-летнего капитана полиции Айсафа Галиева похоронили в родном селе Илебер в Сабинском районе. В последний путь его провожали родные, друзья, сослуживцы. Сегодня мы можем только выразить наше горе, пообещать, что его дело будет продолжено. Спи спокойно, дорогой товарищ, друг. Вечная тебе память. Айсаф Хайдарович выбрал путь служения правопорядка. Он жил честно, справедливо. Он служил ответственно и достойно. Люди с погонами на плечах, они ведь не выбирают, они находятся там, где того требует оперативная служебная необходимость, долг. Айсаф Галиев служил в органах 13 лет. Был следователем в отделе Савиного Казани, начальником по вопросам миграции по Сабинскому району, награжден медалью МВД России за отличие в службе, нагрудным знаком за отличную службу в МВД Республики. Дружили с семьями, в гости друг к другу ходили. Человек, он отзывчивый, в любое время, суток, дня и ночь. Ему позвонишь: Айсаф, нужна помощь, все, он сразу сделает. Как отец, он примерный отец, примерный семьянин. На первом месте у него человеку нужна помощь, надо сделать. Приказ есть, приказ надо выполнить. То есть он не отступится никогда от этого. Оба полицейских служили в зоне специальной военной операции. Ушли вместе, должны были вернуться домой через месяц. Они погибли в начале мая, попав под ракетный обстрел запорожского Токмака, исполнив свой служебный долг до конца. Светлана Кадырова, Лина Зинатуллина, 7 дней. Просыпаемся с мыслями о спецоперации и засыпаем с ними. Вместе со своими мужьями находимся под обстрелом, несем их тяжелые сумки. Каждый день проживаем с ними, участвуем в боевых действиях. Это слова жен участников спецоперации. И неважно, в какой должности и в каком звании муж. Переживают женщины одинаково. И одинаково с нетерпением ждут какой-нибудь весточки от своих любимых мужчин. Одинаково радостно встречают, когда они возвращаются. Одинаково тяжело переносят трагедию утраты. Многие остались с маленькими детьми. Некоторых отцы еще и не видели. Когда они уходили, их супруги были беременными. Этим женщинам пришлось осваивать мужские дела. Гвоздь забить, мебель передвинуть, лампочку вернуть. Но главное, они осознали, что они нужны своим мужьям здесь, дома. Надежный тыл – то, что всегда было важно для людей военных. Жены солдат стали объединяться в общественные организации, чтобы держаться вместе, помогать друг другу. В первую очередь, это моральная поддержка, которая очень нужна тем, кто впервые столкнулся с такой ситуацией. Тем, кто потерял своего близкого человека, но не потерял себя. «Жены героев» – так называется проект, который организовала в Самаре Екатерина Колотовкина, супруга профессионального военного. Теперь этот проект приобрел федеральный масштаб. Изначально участницами были жены профессиональных военных. Затем присоединились и жены добровольцев, и жены мобилизованных, матери, сестры и вдовы. Об этом в нашем следующем репортаже. Я очень ждала момента, когда мой муж выйдет на связь. Сегодня плакать я не должна. Должна поддержать, потому что слезами не поможешь. Направить эту энергию в помощь. Он мне сказал, что я совершила один из самых важных поступков в своей жизни. Горжусь тем, что я жена настоящего мужчины, который не сбежал, а пошел туда защищать нас, наших детей, матерей. Все люди, которые там сейчас находятся, они уже герои. Мы побеждали всегда, и потому что мы за правду. Каждый говорит, что в самом начале были слезы, и у многих было желание отговорить мужа от участия в этой операции. Жены профессиональных военных уже привыкли к их командировкам. Не всегда говорили о пункте назначения и времени возвращения. Это было в первый раз, когда я не участвовала в сборе его рюкзака. Вот за всю историю, 25 лет, да, сколько вот он у меня катается, по командировкам это несметное количество раз. Это был единственный раз, когда я его легко и просто отпустила. Но он же сказал туда и обратно. Оксана сама военнослужащий, в одной части с мужем.
В феврале-марте 2022 она стала связующим звеном между командованием и женами бойцов, практически единственным источником информации о мужьях. И как-то само собой женщины объединились, подтянулись жены мобилизованных и добровольцев, стали встречаться, помогать друг другу. Это взаимодействие между собой, такое, кажется, что небольшой, на самом деле это огромный плюс, то, что мы смогли подружиться. Мы такие одинаковые, вроде бы в толпе незаметные, да, мы как все, а мы другие. У девчонок, особенно чьи мужья мобилизованы, они вообще, для них это очень тяжелая ситуация. Встречалось-то неприятие всего этого? Конечно, конечно, было неприятие, был негатив, они не хотели слышать о гуманитарных сборах, а зачем, все должны дать. Но это расходный материал, то есть, вы понимаете, когда эти хаймерсы долбят по Уралам, где ваши личные вещи, кто вам еще даст, как не мы? Мы должны и обязаны помогать в любом случае. Для многих вдов, да, это будет сложно осознавать, но сложнее всего сейчас женам действующих военнослужащих. Мы, как вдовы, мы свою трагедию пережили, а жены действующих военнослужащих живут в этой агонии каждый день. Первый момент именно, да, когда это все произошло, ну, это прям почва ушла из-под ног. Я вообще не представляла, как дальше жить, с помощью специалистов в том числе. Я очень быстро пришла в себя, и у меня теперь картинки, вот честно, только радужные, как муж возвращается с букетом роз домой. Я очень рада, что познакомилась с этими прекрасными женщинами, с женами военных. У них чувствуется такой внутренний стержень, на который хочется равняться. И жены тех, кто выбрал главным делом своей жизни профессию родину защищать, первыми встретились с трагедией, с гибелью своих мужей в первые недели специальной военной операции. Это действительно такая агония, ты горишь вместе с ним в этой войне, ты вместе с ним лежишь в этих окопах, ты вместе с ним несешь эти тяжелые сумки. 25 марта я услышала его голос, он мне позвонил буквально на 30 секунд, крикнул мне в трубку: «Я вас люблю больше жизни, передай, пожалуйста, моим родителям, что со мной все в порядке». И все, и связь оборвалась. То есть я просто успела ему сказать, что мы его очень любим и ждем. Мужа, Аделя, хоронили в день его рождения, в день, когда ему могло исполниться 30 лет. Ой, красавец. Я начала поддерживать вдов, я поняла то, что это моя возможность быть для кого-то плечом, как мой муж был для своей страны плечом. Наши мужчины складывали голову на поле боя не для того, чтобы мы здесь и сейчас ставили крест на своей жизни. Надо жить дальше. Надо уметь проживать все эмоции, которые вы испытываете первое время, первые 2-3 месяца. Хотеть плакать, значит, надо плакать. Кричать, значит, надо кричать. Смеяться, значит, надо смеяться. О нем кричать готова. От того, как бы, так жалко, как обидно, что такие люди уходят. Он считал, что это дело чести, что я русский офицер, я должен, я обязан. Муж Ольги Дмитрий Дормидонтов, родом из Татарстана, служил в Бурятии. Оттуда и отправился в зону СВО. Погиб тоже в марте 2022-го. Мы пытаемся жить заново. Ради детей пытаюсь. Как говорится, восстать из пепла, как птица Феникс. Но пока не очень получается. И я хочу воспитать сына. Боевой дух так пытаешься в нем тоже поднять, что папа герой. Папа не зря погиб. Он смотрит на нас, он самая яркая звезда на небе. Хватит жить тем, что у тебя муж на спецоперации, надо жить тем, что все-таки мы живем здесь дальше, несмотря на то, что он там. Потому что первые прям 2 месяца это все. У тебя все мысли только о том, что там. Муж Анастасии пошел добровольцем. Она, конечно, сначала была против, потом смирилась. И если он для себя что-то решил, ну, это алга. Это он видит цель и не видит препятствий. А сейчас мы работаем просто, как я понимаю, на предупреждение. Если наши бы мужья туда не пошли, то еще пару лет, и, может быть, уже бы и сюда бы здесь пришли бы все. Тот нацизм, который обрушился на Европу, он шел уже прямой наводкой на нашу Россию.
И надо было это сдержать. Евгения тоже участница движения «Жены героев». Провожала мужа беременной. Как и всех тогда, пугала неизвестность. Было ужасно тяжело. Я думала, что я не выдержу, не продержусь. Меня вот спасал вот этот маленький комочек, который я держала на руках. И не знаю, сколько я бы продержалась, если бы я не взяла себя в руки и не направила эту энергию в нужное русло. Теперь не просто ждет, а тоже чувствует себя бойцом. Об этом и платье говорит. Нужным руслом оказалась организация гуманитарного движения для помощи нашим бойцам. Мы выиграем эту войну благодаря народу, благодаря нашей сплоченности, благодаря нашей стойкости и вот такому крепкому тылу. И у каждой невидимая связь с мужчинами, которые ради них сейчас далеко от них. Хочется быть слабой, но пока мы не имеем права. Ждать, когда звонит любимый человек, ни в коем случае не плакать, потому что ему тяжелее там. Я должна обеспечить здесь надежный тыл для своего мужа. По-другому просто быть не может. Поэтому собралась духом, чтобы плакать-то по-живым. Здесь и сейчас я счастливый человек. Мой муж жив-здоров, мои дети здоровы, я здорова. И я практически жена героя. Наши мужья сражаются за право дела, соответственно, и мы с ними сражаемся за право дела. Поэтому тут по-другому быть не может. Ради детей. Ради детей. Зуфар Давлетшин, Андрей Ключников. 7 дней. Вот посмотрел сюжет и не могу промолчать. Согласитесь, какая огромная сила духа, какая безмерная всепобеждающая любовь. Это все отличительные черты наших великих женщин, которые и коня на скаку остановят, и в горящую избу войдут. Преклоняюсь перед вами. Мы продолжим нашу программу через пару минут. Смотрите далее. Верим, это самая лучшая команда. Да. 25 лет будет в этом году, как я возглавляю физкультурно-спортивное общество «Динамо», и гордостью об этом говорю. Рекорды «Динамо». 100 лет крупнейшему спортивному обществу страны. Какие цели впереди? Рустам Минниханов ознакомился с ходом посевных работ в Муслюмовском, Мензелинском и Нижнекамском районах. Муслюмово засеяли 82% площадей. Рустам Минниханов поручил главам поселения работать с населением. Райсу республики также показали молочный комплекс «Август Агро» на 4000 голов. Рустам Минниханов также побывал с рабочей поездкой в Тукаевском районе. Главный повод – ознакомиться с ходом посевных работ. Район уже засеял больше 70% площадей. В ряде хозяйств засеяли почти все и уже вносят удобрения. С начала года в республике зафиксировано более 700 термических точек. Это в 5 раз превышает прошлогодние показатели. До 10 мая в республике действует противопожарный режим. Чтобы лесники были готовы к экстренным выездам, Рустам Минниханов вручил сертификат на 28 новых внедорожников. Отечественные патрульные автомобили закуплены по федеральной программе развития лесного хозяйства. Рустам Минниханов встретился с мобилизованными татарстанцами, которые уже находятся в отпуске. Райс республики поблагодарил военнослужащих за их мужество. Все, что мы можем, сделаем, но никогда не сможем оплатить вам за все, что вы делаете для нашей страны, отметил Рустам Минниханов. Военнослужащие поблагодарили его за поддержку и попросили оказать помощь в обеспечении техникой. Рустам Минниханов также встретился с активом регионального штаба Комитета семей воинов Отечества в республике. Это общественное движение членов семей военнослужащих, которые участвуют в СВО. На встрече обсудили создание системы индивидуального сопровождения, реабилитацию участников боевых действий, социальной поддержки семей военнослужащих. Рустам Минниханов принял участие в открытии гольф-клуба «Акбарс» и детской академии гольфа. Поле площадью 80 гектаров находится в поселке Куземетьево, соответствует международным стандартам и рассчитано на 18 лунок. Есть 2 открытые тренировочные площадки и 2 современных гольф-симулятора для занятий зимой и в плохую погоду. В Казани прошел предпремьерный показ фильма «Помилование». Картина снята по одноименной повести Мустая Карима. Премьеру в одном из кинотеатров города посетил Рустам Минниханов. Он посмотрел киноленту полностью и пообщался со съемочной группой, актерами и режиссером. Действие фильма разворачивается летом 1942 года. В центре сюжета история любви молодого сержанта-танкиста и дочери испанских коммунистов.
Как в республике идут программы капремонта объектов социально-культурной сферы и многоквартирных домов, обсудили на совещании в Доме правительства с Алексеем Песошиным. На сегодня капремонт стационаров и молодежных центров выполнен на 40%. В завершении доклада премьер-министр поинтересовался, в реализации каких программ министр видит риск не уложиться в график. В рамках того же субботнего совещания рабочих программы «Наш двор» призвали придерживаться закона о тишине в Татарстане. За 2 недели от жителей республики поступило 551 обращение, касающееся благоустройства дворов. Нарекания вызывают в том числе шум по утрам. К другим темам. Ответьте на вопрос, что сегодня больше всего раздражает наших людей. Я считаю, больше всего проявление равнодушия, черствости со стороны властьпридержащих, иногда действующих по принципу «ничего не знаю, моя хата с краю», не желающих шевельнуть даже пальцем, чтобы помочь людям. Буквально месяц назад врачи Камского детского медицинского центра набережных Челнов сражались за здоровье 11-летней девочки. На детской площадке в Сармановском районе Татарстана на нее упал металлический турник. Ребенок получил травму головы и перелом челюсти в нескольких местах. Сейчас девочка борется с последствиями травмы. У нее нарушение слуха, частые головные боли. Ей требуется сложная челюстная операция. Но самое интересное – ребенок получил тяжелую травму на детской площадке, а ответственных нет. Представьте себе, как по волшебству уже через полчаса после происшествия на месте ЧП ничего не осталось. Опасные для детей конструкции будто растворились в воздухе. Что-что, а следы своей нерадивости у нас заметать умеют. Остались лишь вопросы без ответа. Как так получилось и кто виноват? Впрочем, сама детская площадка вдруг стала ничейной. Местные власти так прямо и сказали. Никакого турника не было и быть не могло. Да и сама детская площадка на балансе местной администрации не значится. Диляра Юсупова. Обо всем по порядку. Неприметная детская площадка маленького села Сылу-Соклова. Таких здесь несколько. Та самая, у которой и произошел несчастный случай, до сих пор открыта в свободном доступе. Инвентаря здесь почти не осталось, лишь металлические качели, чья функция, казалось бы, качаться при противовесе, качается по ветру совсем не от этого. Эти кадры, снятые Рафиком Минулиным, так называемая картина «До», доказывают, что все было. Была и горка, и турник. Тот самый, что и свалился на голову его внучки. Тут был рукоход, Амина сидела здесь, на рукоход поднялся одноклассник Амины. Он стал шататься, мальчик спрыгнул, а рукоход упал на голову Амины. В результате перелом челюсти с 2 сторон. Уже буквально 40 минут. Когда я вернулся после больницы, к тому моменту все загрузили в трактор и увезли. В течение получаса, пока девочку отвозили в больницу, весь инвентарь был выкручен, снят и увезен в неизвестном направлении. Пострадавшую экстренно прооперировали, но потом ей стало хуже. Врачи диагностировали у ребенка перелом челюсти. Сейчас девочка дома, но она наотрез отказалась показываться нашей съемочной группе. Эти кадры сняты на мобильный телефон. Вот, Диляра, вот через вот это она питается. Через трубочку, да? Да, через трубочку. Пока Амина ест через трубочку, ее дедушка ищет справедливости и уверен, площадка строилась не по строительным нормам, а будто по советам, и вообще не была готова к эксплуатации. Все дети здесь играют. Руководитель Дома культуры также проводит здесь мероприятия. Дети часто находятся на этой площадке. Вот называется бетон. Или мы тупые, мы крашите этот бетон туловить. Детская площадка якобы находится на балансе сельсовета, однако теперь открыто никто это не подтверждает. Мы отправились в сельсовет, но там все по классике. Председатель на больничном, договор на строительство – не ваше дело. Мы не комментируем данный инцидент. Но они проверяют, это понятно, да? Проверят. Ну вот, проверить будем. Мы ничего не... Я уже говорил, мы не комментируем. Вы не комментируете, а вот да. Договор просто покажите, без комментариев. А почему вам нужен договор? Ну, я хочу посмотреть, есть он вообще, нет. Что там написано? Нет, мы не можем показать. Почему? Ну, вы спросили, мы ответили.
Договора мы так и не увидели, зато в интернете есть информация о закупке. Окончательная цена – 2 миллиона рублей. Неэкспертному глазу, конечно, сложно судить, стоит ли эта площадка таких денег. Главу сельсовета мы буквально выловили у больницы. И тут началась игра «Поймай меня, если сможешь». Скажите про детскую площадку. Она же на вашем балансе? Нет, не на моем. На балансе сельсовета? Нет. А на чем? Потому что не на моем балансе. Парк еще не достроен. Я к этому никакого не имею. Парк не мой. Но вы контролировали это? Нет. Почему? Парк как не твой? Он на твоем балансе сидит. Нет, парк деньги на моем балансе. Все сделано. Следователи все проверяют. Да, она все обманывает. Не мое, не знаю, в глаза не видела, села и уехала. А между тем местные правоохранительные органы отказывались возбуждать дело, пока не вмешалась республиканская прокуратура и Следственный комитет. Дело таки возбудили, правда, в отношении кого, снова непонятно. По факту травмирования ребенка в отношении неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В настоящий момент по уголовному делу проводятся необходимые экспертизы. Ведутся допросы свидетелей произошедшего. Кроме того, ведутся иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Также устанавливается круг лиц, причастных к совершению данного преступления. Впрочем, по словам Рафика Минуллина, местный районный следственный комитет бездействует. Не осмотрели место, а по делу семья Минуллиных из пострадавших вдруг превратилась в свидетелей. Ответственное же лицо не установлено. В самой администрации района нам пояснили, площадка построена в рамках федеральной программы, но всей организацией строительства занимался сельсовет. Парки в сельских территориях благоустраиваются благодаря федеральным целевым программам развития сельских территорий. И в период строительства парков мы стараемся софинансировать. В данном случае сельское поселение приобрело детскую площадку. И на данный момент объект еще завершается. Строительство, да. То есть он не был до конца достроен или как? Ну, не то, что не до конца достроен, объект еще не сдан полностью документально. И вот сюрприз. Оказывается, объект не был сдан в эксплуатацию. Играть там детям, да и взрослым вообще было запрещено. Но разве можно что-то запретить детям? На вопрос, почему бы просто не закрыть площадку наглухо, логического ответа не нашлось. Мол, то ведь село, здесь заборами от людей отгораживаться не принято. А зачем тогда он был открыт? Ну, каким образом можно закрыть? Я не знаю, если он не сдан и еще не готов к эксплуатации, мне кажется, им нельзя пользоваться, наверное. Его устанавливали осенью, и осенью предупреждали, что нужно определенное время, пока оно полностью закрепится. Осматривали детскую площадку еще в марте, осматривали, в январе осматривали, чтобы не было каких-то инцидентов с детьми. А в чем проблема была просто на ворота закрыть? Ворота закрытые же. Ну, а как она туда попала? Ну, там же забор уж маленький. История повсеместная. Год назад в Кукмарском районе упавшие футбольные ворота на спортплощадке травмировали ребенку голову и позвоночник. Тогда прокуратура выявила нарушение в закреплении объекта. Тех, кто действовал по принципу «не выручит аврал, так пронесет авось», наказали. Сейчас чиновники в Сармановском районе называют это несчастным случаем. Мол, гарантии нет никогда. Может, тогда не стоит брать на себя риски, за которые приходится расплачиваться другим. Диляра Юсупова, Дмитрий Шлеймин. 7 дней. На что мы надеемся, показывая этот сюжет? Надеемся на совесть, чувство сострадания и желание помочь ответственных лиц Сармановского района. На то, что человеческие чувства смогут открыть наглухо застегнутые футляры их зачерствевших душ. Надеемся, что девочке и ее семье помогут. А теперь другая, противоположная история о неравнодушии, об истинном, непоказном патриотизме. Журналисты программы «7 дней», недавно, во второй раз побывавшие в зоне проведения специальной военной операции, обратили внимание на то, что в блиндажах у наших бойцов повсюду висят детские рисунки. И с собой они носят письма, которые написали им совсем незнакомые школьники. В этих сочинениях нет фальши.
Дети пишут от сердца, иногда не понимая и не представляя, в какой обстановке находится их адресат. Казалось бы, какое значение имеют рисунки и письма от незнакомых детей, когда не знаешь, что будет завтра, когда вокруг смерть? Но оказалось, для наших воинов подобные приветы с малой родины действительно важны. Они дают силу. Не боясь быть сентиментальными, наши солдаты неоднократно перечитывают эти письма, мысленно общаясь с детьми, написавшими свои послания. Один из бойцов именного татарского батальона, встретившись с нашей съемочной группой в окопе на передовой, сам изъявил желание прочитать вслух одно из таких писем, поблагодарить ее автора, девочку из Мамадыша, и написать ей ответ. 15-летняя ученица 2-го лицея Мамадыша Екатерина Вахрушева через наших журналистов получила письмо с фронта от незнакомого ей бойца. Это удивительная, очень теплая и человеческая история. Я хочу пожелать ему самого наилучшего всего, чтобы он вернулся домой к своим родным. Это будет наша общая победа, что важно участие каждого, любое участие для создания, достижения этой победы. Условия полевые, состояние постоянной напряженности, мысли всякие, люди разные. Здесь и профессиональные военные, и те, для кого главным оружием недавно было слово. Учитель истории и английского языка из Заинского района пришел сюда добровольцем. В школе об этом узнали только в начале учебного года. Я патриот. Как учитель истории я очень хорошо изучал историю России. Для меня очень эти страницы наших историй предков, которые проливали здесь кровь на этой земле. Это мой дом, это дом моих предков. У меня на этой земле погибли, потерялись. Не можем найти следов двоюродных дедов в 1942-1943 году. Сложно отвлечься от этой реальности, когда находишься в ней круглосуточно, без выходных и праздников. Когда бывает особенно тяжело, особенно грязь, дождь, и ты первым делом ассоциируешь, что предки выживали и в еще худших условиях. Им было еще сложнее. То есть и держись, борись, вперед. Пожалуй, каждый, находящийся в зоне специальной военной операции, может сказать, что здесь изменилось сознание, что по-другому стала восприниматься мирная жизнь. Те вещи, которые были обыденными, здесь стали особенно ценными. Просто возможность помыться, выстирать одежду, приготовить горячую еду, поговорить с родными – уже большая ценность. А когда приходят такие весточки от незнакомых, становится особенно тепло. Нам пришло письмо от детей. Мамадыш, девочка Катя. Для детей важно знать, что их письма получены, что это смотрите, видите, как красиво нарисовала дом. Это письмо очень сильно проникновенное, мы все прочитали, нам очень всех это задело. Вы и твои товарищи настоящие патриоты. Я уверена, что удача и справедливость будет на вашей стороне. Вы обязательно победите. Возвращайтесь живыми и здоровыми, мы будем вас ждать. Та самая девочка Катя, ученица Мамадышского лицея номер 2, когда писала письмо, не думала о том, что боец за 1000 километров отсюда так внимательно несется к нему. Я думала, как мое письмо прочитает солдат, как он будет рад, как он с улыбкой на лице его прочитает, как в нем появится сила, вера в себя у него появится. И, конечно, не было мысли о том, что на ее письмо боец ответит, и письмо с фронта дойдет до нее. Хочу сказать тебе и твоим одноклассникам, друзьям, школьникам своей школы, учителям огромное спасибо за поддержку и теплые слова. Для нас это очень важно понимать и осознавать, что дело наше правое, дома нас ждут и не забывают. Хочу вам всем сказать, что это будет наша общая победа, что важно участие каждого, любое участие для создания, достижения этой победы. Ведь только после этого будет мир и мирное небо. Такой получился в Мамадышском лицее номер 2 незапланированный классный час на патриотическую тему. И тем для беседы оказалось немало. Учителя нашего лицея, наши старшеклассницы, они шили одежду, которую тоже отправляли на фронт, отправляли нашим бойцам. Чем можем, тем помогаем, чем можем, тем вносим тот небольшой вклад в нашу приближающуюся победу.
Конечно, это не единственное письмо, дошедшее до передовых позиций. Их тысячи. Они доходят практически с каждым грузом гуманитарной помощи. Директор этого лицея тоже неоднократно бывал на той территории. Надо было увидеть их глаза, когда они вот эти письма читали. Я хочу вам передать огромное спасибо от них. Они были очень довольны. И спасибо за то, что вы неравнодушные. То, что вы участвуете, ваши родители помогают, и вы в том числе. Победа будет за нами. Мы очень хотим, чтобы они вернулись поскорее, живыми, здоровыми. Да, мы их всех ждем, все любим, помним. О выпускниках лицея, героях, его ученики знают хорошо. Мемориальные таблички с именами погибших встречают каждого у входа в лицей. Их лица напоминают о том, что здесь были воспитаны настоящие мужчины-патриоты. Выпускник 2007 года, капитан-танкист Александр Кореев, кавалер Ордена Мужества, посмертно. И выпускник 2013 года, старший лейтенант Олег Сорокин, тоже был награжден Орденом Мужества, посмертно. В этом классе сидел на последней партии ученик, который совсем недавно, год назад, погиб, к сожалению, который закончил военное училище, который совершил подвиг, прикрыл ценой своей собственной жизни и дал отступить 200 нашим солдатам, молодым солдатам. И накануне Дня Победы родители Олега Сорокина получили за своего сына высшую награду. Звание Героя Российской Федерации посмертно присвоено старшему лейтенанту Сорокину Олегу Геннадьевичу. Зуфар Тавлечин, Андрей Ключников. 7 дней. Еще не утихли эмоции после грандиозного по накалу борьбы хоккейного финала «Акбарс ЦСКА», а татарстанские болельщики снова ринулись на спортивные арены и прильнули к экранам телевизоров. В этом году большинство татарстанских клубов нас явно радует. У республиканских команд уже в копилке победа в Кубке страны волейбольного «Зенита» и в Суперкубке России команды по хоккею на траве «Динамо Акбарс». Татарстанские лыжники в командном зачете победили в состязаниях на Кубок России. Казанская «Стрела» впервые в своей истории завоевала серебряные медали чемпионата России по регби-7. Ватерпольный «Синтез» стал серебряным призером чемпионата России. Впервые в соревнованиях Единой лиги по баскетболу в России будет новый чемпион. Мы верим, что это будет наш «Уникс». И вообще, в этой уверенной чемпионской поступе республиканского спорта роль татарстанского общества «Динамо» и его руководителя, главы администрации Раиса Республики Азгата Ахметовича Сафарова трудно переоценить. Она огромна и бесценна, эта роль. И, конечно, приятно осознавать, что республиканское общество «Динамо» под руководством Азгата Сафарова за эти годы стало лучшим и сильнейшим в стране. Об этом говорят объективные цифры. Из 10 последних спартакиад динамовцы Татарстана 7 раз занимали общекомандное первое место и еще 3 раза были вторыми. Просто поразительный результат. Надо учитывать и тот факт, что «Динамо» – это поистине всенародное движение, единственное в стране спортивное общество, которое действует во всех субъектах федерации. Оно стало колыбелью чемпионов. Спортивное общество «Динамо» прошло путь длиной в 100 лет под девизом, придуманным самим Максимом Горьким в середине 20-х годов прошлого века «Сила в движении». О динамовских чемпионских традициях, ветеранах и преемственности поколений. Репортаж Тимура Бекмурзина. Настоящий праздник на улице казанских болельщиков. Вчера в зубодробительном баскетбольном триллере «Уникс» вырвал победу у прошлогоднего победителя Единой лиги ВТБ питерского «Зенита», а сегодня уже волейбольный «Зенит» Казань на своей домашней арене бьется в финале с чемпионом Суперлиги «Динамо» из Москвы. Казанцы мечтают и делают все возможное, чтобы к нынешнему чемпионскому званию соперников прибавить приставку «Экс». Атмосфера в центре волейбола в Казани невероятна. Игры, фото, боевые раскраски, много детей и истинных ценителей волейбола. «Зенит» в этом году немножко вариативнее. Верим, это самая лучшая команда.
Да. Флагман, я считаю, спортивной Казани. То есть, да, может быть, там где-то болельщиков больше, там у Рубина, Акбарс, Уникс. Но по части достижений, мне кажется, с нами никто не сравнится. Ну, хорошая команда, конечно, и вот молодых игроков очень нравится. Мой студент Илья Федоров, который я еще не видел, но видел уже часто и даже комментировал в этом году. Вот. И, в общем, команда, ну, очень хочется. Татьяна Набокова, в прошлом профессиональная баскетболистка, в Казань приехала из далекого Кузбасса. Говорит, очень хотелось поддержать «Уникс» в историческом матче за выход в финал и, конечно, поболеть за волейбольный «Зенит» из Казани и персонально за Алексея Вербова, который когда-то тренировал кемеровский Кузбасс. Я уже второй раз здесь, и я думаю, даже, может быть, и переехать сюда. В этом еще одна фишка волейбольных матчей в Казани – поддержать «Зенит». К слову, самый популярный волейбольный клуб в России. Приезжают не только болельщики из Татарстана, а со всех уголков нашей необъятной страны. На волейболе, как мы уже сказали, царит особая дружелюбная атмосфера, интеллигентная публика и много известных лиц. Ирина Королева, волейболистка казанского «Динамо» Акбарса и сборной России, очень позитивный человек, пришла и поработать, и поболеть. Я на самом деле в восхищении в этом году вообще от всех казанских финалов. То, что Акбарс сыграл в финале. Вчера была потрясающая баскетбольная игра, и мы тоже всем залом радовались за выход Уникса в финал. И я очень рада, что тоже волейбольная команда показывает такую красивую игру, и мы наблюдаем первые игры финала в Казани. Этой весной очень такая спортивная, очень финальная для республики спортивная пора, когда наша команда играет в главных турнирах, главные матчи. И очень хочется вот нашего болельщика и динамовцев порадовать, конечно, хорошей игрой. Пожелать удачи нам и побед, конечно. Такой мотивированный, настроенный на победу «Зенит» всем по душе, кроме разве что соперников. Первые две игры финальной серии с московским «Динамо» казанцы взяли с убедительным счетом 3-0 и 3-1. И долгожданное с 2019 года чемпионство наш клуб может оформить уже этим вечером в Москве. Противостоит нам не просто сильный клуб, а московская «Динамо». Клуб с чемпионскими традициями и мощным составом, умелым тренером. Кто-то скажет прославленная динамовская школа, но которая, между прочим, работает и на «Зенит». Татарстанский клуб также уходит корнями в динамовское прошлое, и первые громкие победы пришли в волейбольную Казань под именем «Динамо Таттрансгаз». Сегодня руководители казанского волейбола, его куратор, глава администрации РАИС Татарстана и Республиканского общества «Динамо» Азгат Сафаров вместе со всеми динамовцами, а это только в Татарстане 25 тысяч человек и около 50 видов спорта, принимает поздравления по случаю столетнего юбилея прославленного спортивного общества. С исторической датой их поздравляют руководители республики Рустам Минниханов, государственный советник Татарстана Ментимер Шамиев, премьер Алексей Песошин и федеральное руководство «Динамо». Я хотел бы отметить особую роль в развитии динамовского движения именно динамовской организации Республики Татарстан. Это организация, которая является лидером в динамовском движении. Благодаря слаженной и целеустремленной работе регионального спортивного общества «Динамо» в лице Азгата Ахмедовича, давайте поаплодируем ему. Руководители спортивных клубов, тренеров и персонала, спортсмены показывают высокие спортивные результаты и высочайшее спортивное мастерство. Для меня «Динамо» – это все, потому что, кроме того, что я еще далекие 80-е вступил в ряды под это прославленное общество, 25 лет будет в этом году, как я возглавляю физкультурно-спортивное общество «Динамо», и гордостью об этом говорю, потому что, наверное, какой-то мой вклад тех руководителей силовых структур, которые вместе со мной работали, вот эти победы динамовские. С 1998 года татарстанская «Динамо» возглавляет Азгат Сафаров. Результаты спортивные и не только говорят сами за себя. Сегодня наша «Динамо» по всем показателям абсолютно лучшее спортивное общество в России. Из 10 последних спартакиад татарстанские «Динамовцы» выиграли 7. Еще 3 раза наши спортсмены стали серебряными призерами. Женская волейбольная «Динамо», как и мужчины-волейболисты из Казани, выиграли все возможные титулы в мире. Клуб по хоккею на траве «Динамо Акбарс» выиграл чемпионат России рекордный 20 раз. Я так скажу, «Динамо» во главе Азгата Ахмедовича Сафарова – это дом, это душа и доверие, что мы сохраняем полностью.
те социальные гарантии, которые общество оказывает детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, беспризорникам, детям, оказавшимся без попечения родителей, воспитанникам детских домов и приютов. Ни один ребенок у нас в Татарстане сегодня не брошен, и многие подразделения общества «Динамо» являются шефами детских домов. Вот дети, представляете, когда ему динамовскую эту футболку, они соревнуются между собой, им звонят, говорят, вот он даже не снимает ее, говорит, я когда спать буду в ней, я буду в ней всегда ходить. То есть это же дорого стоит. Эпохальный юбилей татарстанская «Динамо» встречает в приподнятом настроении. Молодое поколение юных динамовцев достойно несет знамя победителей, а прославленные динамовцы-ветераны все еще в строю и щедро делятся своим богатым опытом с юными спортсменами. Молодому поколению я очень завидую, поскольку 50-60 лет назад мы не имели таких спортивных сооружений и условий, в которых они сейчас тренируются. Ну и поэтому, соответственно, и результаты у них намного выше. Я хочу пожелать всем крепкого здоровья, оптимизма, удачи, всего-всего самого хорошего, потому что, 100 лет – это событие эпохальное. Самый спортивный коллектив в обществе «Динамо России» – это «Динамо Татарстана». Я искренне поздравляю всех, кто причастен к нашим победам. Я поздравляю всех людей, которые любят «Динамо», болеют за «Динамо». Я одно могу сказать. Мы республику не подведем. Тимур Бекмурзин, Андрей Ключников и Роман Безменов. 7 дней. На этом у нас все. Всем наилучшие пожелания. Барагазгада ин изготеляклер. Нам всем нужна одна победа. Одна на всех. Мы за ценой не постоим. Встретимся через неделю. До свидания. Здравствуйте! В студии Гульназ Гиззатуллина. Предстоящая новая неделя не станет удивлять изнуряющей жарой и дождями. Подробный прогноз погоды на ближайшие 7 дней в нашем выпуске. По данным сервиса Яндекс.Погода, на северо-востоке Татарстана в понедельник будет прохладно, но малооблачно. Ночью около 0, на почве уже возможны заморозки. Днем около 9 градусов тепла, во вторник ясно и около 12 тепла. В среду станет теплее, в четверг уже набегут облака. Ночью 6 градусов, днем плюс 18. В пятницу тепло и малооблачно. В субботу и воскресенье умеренно теплая погода. На юго-востоке Татарстана в понедельник ожидается ясная, но прохладная погода. Ночью плюс 1, днем максимум 10 градусов тепла. Во вторник станет теплее, днем уже около 13 градусов. В среду днем столбики термометров поднимутся до отметки 16 градусов тепла. В четверг около 14 днем, в пятницу плюс 8 ночью и около 16 градусов днем. В субботу и воскресенье малооблачно и сухо, днем около 17 тепла. В центре республики неделя начнется с прохлады. Вероятность осадков минимальная. Днем около 10 тепла, во вторник ясно, ночью всего около 1 градуса днем и потеплеет до 13 градусов. В среду и четверг набегут облака, но осадки не ожидается. Днем около 17 тепла, в пятницу ночью около 7 градусов, днем плюс 18. К выходным потеплеет до 20 градусов выше 0. На юго-западе Татарстана в понедельник и вторник будет ясно и без осадков, но прохладно. Ночью плюс 2, а днем до 10 градусов выше 0. В среду и четверг ночью от 6 до 8 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 19 градусов. В пятницу осадки не ожидаются, температура существенно не изменится. Днем плюс 19, в субботу и воскресенье ясно, а температура продолжит повышаться. Ночью до 10 тепла, днем 20 градусов со знаком плюс. На северо-западе республики и в столице Татарстана в понедельник ясно, без осадков. Ночью прохладно, около 0 градусов. На почве возможны слабые заморозки, днем до 10 градусов выше 0. Во вторник в
праздничный день небо будет безоблачным, но очень теплым этот день назвать будет сложно. Ночью около 3, днем до 13 тепла. В среду днем плюс 17 градусов, в четверг также без осадков, ночью 7, днем 18 градусов тепла. В пятницу температура днем повысится до 19 градусов. В выходные вероятность осадков будет небольшой, а максимальная температура днем составит 20 градусов тепла. Впереди нас ожидает короткая рабочая неделя. Несмотря на невысокие температуры, солнце с лихвой будет дарить свой цвет. Пусть каждый ваш день дарит вам только добрые вести. Всего хорошего и до свидания!